У половины базовых профессий Алроса уменьшились государственные льготы и гарантии. Таков итог специальной оценки труда. Экспертиза рабочих мест в компании проводилась 2 года. По ее результатам в коллективный договор Алроса внесены изменения и дополнения. Что предложила двусторонняя комиссия профсоюзов и администрации, чтобы компенсировать потерю вредности работникам, расскажет Лариса Удовенко. В компании «Алроса» 16 188 рабочих мест. Каждая подверглась специальной оценке. В результате практически у половины класс вредности снизился. Что будет с доплатами, отпусками и сокращенной рабочей неделей? Этот вопрос вынесли на обсуждение двусторонней комиссии. Профсоюзу и работодателю нужно было определиться, какие льготы, доплаты и компенсации сверхгосударственных может позволить себе компания. В декабре 2015-го соответствующие изменения внесены в коллективный договор. Принято решение. Вся подземная группа, вне зависимости от класса вредности, работает в 36-часовой рабочей неделе. Ну и дополнительные отпуски, сверх положенных по закону за вредные условия труда, установлены в течение, с 1 апреля у нас вводятся результаты, до 31 декабря. Подземной группе и геофизикам-бортоператорам это 19 рабочих дней. Независимо от класса вредности, дополнительные дни к отпуску получат работники карьеров. Персоналу, занятому выше 150 метров, добавят 5 дней. Тем, кто работает ниже – 10. Изменения в колдоговор затронули и отпуск за ненормированное рабочее время. Он стал меньше на 4 дня. С 1 апреля уйдет в историю коэффициент личных деловых качеств. Вместо него для работников с повременной и повременно-премиальной оплатой труда вводится персональная надбавка. Она будет распределяться на усмотрение руководителя без участия профсоюза. Сдельщикам установят надбавки за профессиональное мастерство. До 30% работнику на сдельно-премиальной системе оплаты труда может добавляться надбавка за профмастерство. В 3 раза сократились объемы льготы по спецпитанию. Теперь молоко за вредность получают только те, у кого на рабочем месте превышен уровень по излучению, химическому и биологическому факторам. Все изменения уже внесены в коллективный договор и вступят в силу с 1 апреля этого года.